Город Гал основательно подготовился к празднованию Дня Великой Победы, представив обширную программу мероприятия, призванную почтить память героев и укрепить патриотический дух горожан. Впервые в истории города с размахом прошел парад Победы и акции «Бессмертный полк», собравшие большое количество жителей и гостей города. Торжества начались с возложения цветов к мемориалу павшим воинам, где минутой молчания почтили память героев Великой Отечественной войны. Был парад, прошли все 19 школ, прошла таможенная служба, погрануправление ФСБ создало коробку, увидели 2 БТРа, выделили, наша милиция, УВД, все службы администрации, все сегодня прошли коробками в честь 9 мая. Это впервые происходит в районе, в городе, и людям это доставило удовольствие. 9 мая – это особенный день в жизни вообще и нашей страны, да и вообще в мире. Это день, когда произошла победа над фашизмом. У меня у самого погиб родной дядя, Ацан Арсен Пиля, был танкистом и погиб под Ригой и Сава поселок, и похоронен там по братской могиле. Нужно сделать все, чтобы никогда фашизм больше не повторился. А тем, кто ушел, вечная память и низкий поклон. Парад Победы стал ключевым моментом праздничных мероприятий. В нем приняли участие военнослужащие, ветераны, представители администрации города и сел района, трудовые коллективы и молодежь. Четкий строй и военная техника, представленные на параде, вызывали чувство гордости и уважения к защитникам Отечества. Акция «Бессмертный полк» объединила горожан всех возрастов. С портретами своих дедов и прадедов, воевавших за свободу, они прошли по центральной улице Гала, отдавая дань памяти и уважения подвигу. Шествие стало символом нерушимой связи поколений и вечной благодарности героям. Течет река бессмертного полка, чтоб мир спасен. К сожалению, в районе не осталось живых ветеранов Великой Отечественной войны, но есть приравненные к ветеранам. Это труженики тыла, узники концлагерей и члены семей погибших военнослужащих. Приравненные к ветеранам жители района получают социальную поддержку от государства и местных властей. Их в районе 5. Все они приняли участие в мероприятии, были в центре внимания, ведь именно они являются живыми свидетелями тех страшных событий и хранителями исторической памяти. Я никогда не забуду этих людей. Если бы не было их, не было бы и нас. 45 всегда будем помнить. И самое главное, чтобы это не повторилось никогда. Пусть над нами, над всеми будет мирное небо. Когда будет мирное небо, все будет на свете хорошо. Вся Абхазия поздравляю, и в России поздравляю. Это большой день. В течение дня на центральной площади города работали тематические выставки, организованные школами района, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Юные художники отразили свое восприятие темы войны и мира, подчеркнув важность сохранения исторической памяти и бережного отношения к истории своей страны. Работы выполнены в различной технике и стилях, но объединяет их общий посыл – благодарность героям прошлого и осознание ответственности будущих поколений перед историей. На фотографии моя бабушка, ее зовут Буннова Анна. Она воевала на Великой Отечественной войне и родом из Курганской области. Мой прадедушка воевал на Великой Отечественной войне. Это его орден за Великую Отечественную. Это 2 медали за 40 и за 60 лет после войны. Все медали боевые. Мой прадед воевал в Отечественной войне, Валерий Булискария. Он был дважды герой войны, был награжден много разными медалями, и я им очень сильно горжусь. Праздничные мероприятия завершились концертом и народными гуляниями. День Победы в городе Гал стал ярким событием, укрепившим патриотический дух и напомнившим о важности сохранения исторической памяти. Праздник продемонстрировал единство народа и его стремление к миру. Кундашова, Аля Самичпа, Абхазское телевидение.